Я уже 2 дня нахожусь на свободе, провожу время в основном со своими родными, со своей дочкой. Я очень благодарен за то, что меня отпустили прямо накануне дня рождения моей дочери. Все эти дни практически я провожу с ней, мы отпраздновали ее день рождения. Она от меня практически не отходит. Хотел бы еще раз подчеркнуть, я уже делал это заявление для СМИ, что расследование в отношении меня проводилось беспристрастно, крайне профессионально. Условия содержания в СИЗО, об этом я тоже говорил, были очень хорошие. В СИЗО отлично кормят, приносят передачки, проверяют здоровье, постоянно проверяют условия содержания, относятся крайне профессионально. Я надеюсь на то, что расследование завершится в скором времени, что оно будет таким же профессиональным и беспристрастным, каким оно было до сих пор. Я очень благодарен за это представителям власти. Я также хотел бы, пользуясь этим случаем, поблагодарить всех людей, которые болели за меня все это время, которые оказывали какую-либо посильную поддержку. Спасибо вам огромное. Александр Шмурозин, Нет, конечно, я не согласен с теми обвинениями, которые выдвинуты против меня, но я надеюсь, что следствие в этом разберется. Как я уже говорил, пока что следствие ведется абсолютно профессионально, беспристрастно, и я думаю, что следствие разберется, они поймут, что я законопослушный гражданин, я гражданин Таджикистана и уважаю законы Таджикистана. Я не думаю, что я совершил что-то противозаконное. Александр, Нет, раньше я работал в Организации Объединенных Наций, я очень часто ездил в Харок, в основном с гуманитарными проектами. Я никогда не проводил там исследования ранее, но я очень часто ездил туда по гуманитарным проектам, связанным с образованием, со здравоохранением. Это было связано с исследование, которое проводил университет Экзетера, и в рамках которого они наняли меня в качестве исследователя. Я уже говорил представителям СМИ, что это никоим образом не было связано с моей диссертацией. Диссертация в основном будет связана с социальными реформами, но в данное время пока проект диссертации не утвержден. Сейчас самое главное, чтобы закончилось расследование, чтобы были объявлены результаты расследования, чтобы состоялся суд или какое-то судебное разбирательство. После этого, конечно, я надеюсь продолжить свое исследование, защитить докторскую диссертацию. И по условиям своей докторской диссертации после этого я должен вернуться в Таджикистан и работать на благо государства, на благо страны. Александр, Нет, на какое-то время я должен был вернуться в Канаду, потому что у меня дочка ходит там в детский сад, и потому что у меня еще не одобрен проект диссертации. Мне нужно защитить проект диссертации, чтобы его одобрили. И после этого уже думать о том, где мне писать эту диссертацию. Здесь ли, в Таджикистане или там. Это зависит от того, где я найду хорошую работу. Я надеюсь на то, что расследование завершится как можно скорее, и на то, что я поскорее уже полностью, без никаких проблем, воссоединюсь со своей семьей.